Эти 120 квадратных метров в кулуарах клинической больницы называют местным центром спасения. Сосудистые хирурги теперь решаются на уникальные операции. К примеру, лечат сложные изменения конечностей у пациентов с сахарным диабетом. Раньше таким больным грозила только ампутация. Сегодня совместно с эндокринологами в этой операционной жителей Коми ставят на ноги. Готовы здесь творить и другие эндоваскулярные чудеса. Но для этого с аппаратом нужно познакомиться поближе. Мы еще не использовали все в программе обеспечения, потому что у нас не было таких случаев. Конечно, там есть специальные функции, которые только для определенных манипуляций используются. Потом у нас предстоит еще одна встреча с аппликатором. Это специальный врач-инженер, который будет нам тонкости демонстрировать всего этого программного обеспечения еще. И плюс мы будем настраивать аппаратуру после определенного количества вмешательств на специально именно под наших врачей. Теперь здесь еще и сквозь людей могут смотреть. Картинка 3D позволяет увидеть самые потайные уголки головного мозга. А значит, сложная процедура, аневризмография проходит куда результативнее. Раньше это была обычная статическая картинка, на которой сложно было отыскать поврежденный сосуд. А ведь при таких вмешательствах недопустимы даже самые малые погрешности. Сверхточность – залог успеха. Удобная функция, она очень нужная. В нынешнее время без нее, мне кажется, уже никакое ангиографическое исследование не должно проводиться, потому что это уменьшает нагрузку, дозу пациента, то есть дозу на врача, ускоряет процедуру саму и дает настолько много информации, которую мы не могли раньше получить столько информации. И с помощью этой информации мы уже можем выбрать нужную нам ракурс для того, чтобы прооперировать пациента. Уже присмотрели несколько человек, с которых мы уже можем помочь. Не отправлять куда-то в институт в дорогостоящее лечение, а делать все у нас, буквально недалеко от дома. Плюсы обновленного отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения оценили не только пациенты. Изменились условия и для самих медиков. Раньше они ютились в скромных помещениях на первом этаже. Сегодня у каждого сотрудника есть свой кабинет. Есть где разместить оборудование, расставить все инструментарии, разложить. Есть место для стеллажей, для шкафов. Если это раньше было все в одной комнате сложно, теперь у нас есть специальные стеллажи и шкафы для хранения именно в операционной. Есть предоперационная отдельно. Есть отдельно у нас комнаты для временного пребывания пациента. Новый ангиограф закупили в рамках развития региональных сосудистых центров. Республиканской казне он обошелся в 30 миллионов рублей. Еще один уникальный ангиограф в этом году появится и в Воркуте. Правда, пока в Заполярье своих специалистов нет. А потому сыктывкарские медики готовы выручить коллег и первое время ездят туда в командировки. А значит, у руководства Заполярной лечебницы появится время подготовить своего высококлассного специалиста. Виктория Палкина, Павел Ленмин, телеканал Юрган, Сыктывкар.